прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о самых заметных событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Красиво жить не запретишь. Это инвестиционный проект. Здесь планируется построить 4 высотки этажностью 20 этажей. В Шали строится новый высотный комплекс «Ахмат». На каком этапе работы, расскажет Адам Магомедов. Образование без границ. Для того, чтобы преподать русский язык как иностранным в своей стране. Это лекция была очень полезна для нас. Делегация из Африки принимает участие в программе по популяризации русского языка и российского образования в Грозном. Время сбора урожая. Современные комбайны, предназначенные для сборки рапса, оснащены системой очистки, которая отделяет зерно от остальных примесей. Активными темпами идет уборка озимого рапса. Для чего используется и что с ней делают, расскажем. В Шали продолжается возведение высотного комплекса, который обещает стать еще одной достопримечательностью города. Многоэтажные здания, предназначенные для жилых и коммерческих целей. На строительной площадке трудятся специалисты разных профессий, строители, инженеры и механики. О том, когда планируется ввести комплекс в эксплуатацию, Адам Магомедов. Идет установка опаловки на перекрытие уже 5-го этажа одного из 4 домов высотного комплекса «Ахмат», который строится в городе Шали. Также залиты стены 1-го этажа 2-го здания. Площадь застройки составляет 6044 квадратных метра. В работе задействовано 40 человек и 10 единиц спецтехники. На данный момент ведутся работы по возведению монолитной части. Начинаются работы кладок межквартирных перегородок. Ведутся работы по укреплению бровки для начала котлована дома номер 3. Администрация всячески помогает, пока проблем нет, до Алмуга не будет. Каждый из домов многофункционального комплекса будет состоять из 20 этажей, объединенных подземным автопаркингом. Спланированы и офисные помещения. Также построить необходимую инфраструктуру и благоустроить территорию. Всего в 4 домах будет 681 квартира с общей площадью в 72 297 квадратных метров. Жилье будет со свободной планировкой. В нем проведут воду, свет, отопление и общую канализацию, а также установят окна и межквартирные перегородки. Необходимость строительства комплекса обусловлена ростом численности населения республики. Земельных участков не хватает для молодых семей. В данном случае перспектива получить квартиру молодой семьи – это очень хорошая перспектива. На небольшой площади земельного участка могут разместиться очень много семей. Проект инвестиционный. Его начали реализовывать в 2021 году. Первые 2 дома планируют закончить уже в 2026, а весь комплекс должен быть готов в 2031. Адам Магомедов, Ислам Нацуров, Руслан Магомадов. Вести Чеченская Республика. В Чеченском госуниверситете имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова проходят курсы повышения квалификации преподавателей русского языка из Египта и Сенегала. Это всероссийский проект направлен на популяризацию русского языка и российского образования в странах Африки и инициирован Министерством науки и высшего образования. На курсах изучаются интерактивные приемы и современные технологии обучения русскому языку. О тонкостях познания великого и могучего Валентина Гусевская. Делегации из Египта и Сенегала приехали в Чеченскую Республику. 19 профессоров, философов, лингвистов и преподавателей русского языка как иностранного проходят курсы повышения квалификации в Чеченском государственном университете имени Ахмата Хаджи Кадырова. Проект реализуется в университете уже во 2-й раз. Мы все работаем для углубления и распространения русского языка и русскую культуру в нашей стране, в африканских странах, даже особенно в Сенегале. Язык надо практиковать. Без практики мы не сможем дальше идти. Сегодня учителя русского языка посетили урок на тему «Глаголы движения» и методика преподавания иностранным студентам. На занятии им рассказали о новых способах изучения языка с помощью игр и решения языковых ребусов. Полученные знания они передадут своим ученикам. Учитель или учительница несет книгу в класс. Хорошо?
Сегодня мы узнали, когда употребляют глаголы движения. Для нас в своем государственном языке нет такие разные значения глаголов движения. Эти новые методологические пособия нам помогают лучше преподавать нашим ученикам русский язык. Программа пребывания в Чеченской Республике рассчитана на 2 недели. Выбор региона был не случайным. При распределении учитывались культурные и религиозные особенности участников. 90% населения Египта и Сенегала – мусульмане. Эти критерии поспособствуют изучению русского языка как одного из международных. С утра у них проходят занятия по языку, по культуре, по литературе. Встречи с профессурой нашего университета, с руководителями языкового отделения и культурологических направлений. После обеда у них уже более такая практическая часть, то есть там, где они могут уже практиковать полученные языковые какие-то обороты новые, лексику, может, какие-то культурные термины, понятия с утра, то, что они прошли, они уже во второй половине дня это уже на практике реализуют. После учебных занятий гостям показали достопримечательности региона. В этот раз они отправились на улицу Эсамбаева в Грозном и поделились впечатлениями. На самом деле у нас не было информации или достаточно информации о республике, о народе, о традициях и обрядах. Но когда мы приехали, там нам очень понравилась Чеченская Республика. Мы почувствовали, что есть близость в традициях, есть близость в обрядах. Мы чувствовали, что также чеченский народ очень близок к нам. Я не первый раз в России, я окончил здесь аспирантуру в Москве, в МГУ, но в Чеченской Республике я впервые. И Чеченская Республика произвела на нас очень хорошее впечатление. Если честно, мы не ожидали, что есть такая атмосфера дружбы, атмосфера братства. Народ очень добрый, очень щедрый, гостеприимный. С первого момента, как мы наступили на чеченскую землю, нас прекрасно принимают, гостеприимно, показывают, у вас природа прекрасная, народ очень добрый. И не ожидали, что мы увидим такой современный город, который практически за 20 лет вырос, может быть, скажем, с нуля. Проект «Популяризация русского языка и российского образования за рубежом» курируется при поддержке Министерства науки и высшего образования России. Главный оператор – Российский химико-технологический университет имени Менделеева. Участники проекта посещают также другие регионы страны. После осмотра столицы региона гости отправятся на экскурсии в Итум-Калинский район, горное историческое село Хой, на озеро Кизиной-Ам, чтобы подробнее познакомиться с историей и культурой чеченского народа. Валентина Гусевская, Шамсуди Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. Активными темпами идет уборка зерновых культур. В этом году посевная площадь озимых составила свыше 160 тысяч гектаров. Благодаря хорошему техническому оснащению у аграриев получается обеспечить высокую урожайность. Сельхозпроизводители собирают и озимый рапс, его высеивают осенью и убирают следующим летом. Он широко используется для производства растительного масла. Репортаж Медины Мударовой. Комбайнером Уди Хаджиев работал еще в Казахстане. Вернувшись на родину, в 1984 году не бросил свое дело. Каждый день мужчина выходит в поле с чувством ответственности к своей работе. Признается, за все время не пропустил и года без любимого дела. На этих полях мы Ачхой-Мартановский с 90-го года на комбайне. Сейчас легче работать, потому что комбайны свежие, акрасы пошли. Раньше на Неве работали, плохая была ситуация. Запчасти себя обеспечивают. В регионе уже вовсю идет сборка озимого рапса. Засеяли поля Ачхой-Мартановского района еще в начале сентября прошлого года. А уже сейчас 10 комбайнов, рассекая золотистые поля, активно собирают урожай. Это сложный процесс, требующий особой техники и опыта. Также важно помнить о круглогодичном уходе за зерном, подчеркивает главный агроном. С периода схода уже контролируем весь процесс роста, развития растений. И осенью опрыскивали по сорным растениям в посевах.
потом весной хорошими, самыми лучшими препаратами опрыскивали. Давали при посеве, удобрения давали. Потом 2 раза подкармливали. В общем, идеальный подход был. Рапс собирается специальными комбайнами, оснащенными головками. Они напоминают гигантские ножницы, аккуратно обхватывают стебли, срезают их с помощью барабана. Современные комбайны, предназначенные для сборки рапса, оснащены системой очистки, которая отделяет зерно от остальных примесей, таких как стебли, камни и листья. Важно, чтобы зерно было чисто и сухое, чтобы обеспечить максимальную урожайность и качество масла. После сборки стручки отправляют на перерабатывающие предприятия. Там их очищают, сушат и прессуют, чтобы получить масло. Из оставшейся массы делают ценные корма для животных. На сегодняшний день озимый рапс убран площадью 16 500 гектаров. Также активно идет и сбор урожая пшеницы. Урожайность в этом году, несмотря на возвратные заморозки и ураганный ветер, который у нас был буквально на днях, остается на уровне прошлого года. Нет резкого снижения урожайности, что нас, в принципе, радует. В этом году посевная площадь озимых культур в регионе составила 163 400 гектаров. Из них зерновых 141 тысяча, а озимого рапса 22 400 гектаров. Площадь уже убранных зерновых культур составила 59 500 гектаров. Валовой сбор составил 167 500 тонн с урожайностью 28 центнеров с гектара. Озимый рапс убран с площади 16 500 гектаров. А для такой масштабной работы у Министерства сельского хозяйства есть вся специализированная техника со всеми удобствами. В уборке задействован 621 современный комбайн, а для перевозки 663 единицы грузовой техники. Кроме того, имеются помещения для очистки и переработки более 300 тонн урожая. Это играет большую роль для увеличения показателей. Медина Мударова, Ислам Нацуров, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.